Сегодня перед концертом я проходила в фойе и вдруг увидела, что фойе наполняют люди почтенного возраста. Возраста моей мамы, моего отца, моего папы. И сейчас я снова плачу, потому что это очень волнительно, когда в такие морозы человек уже в возрасте поднимается и идет слушать песни. Если, например, сейчас кто-то скажет, молодой человек: «Мама, я хочу быть певцом или артистом», наверное, мама скажет: «Нет, лучше экономистом или юристом». Но прошло уже 20 лет, ни мамы, ни папы уже нет на земле, но песни их продолжают звучать. Люди приходят в зал, на эту сцену выходят молодые люди. И, может быть, кого-то из этих молодых людей заставили петь эти песни, но когда они повзрослеют, они поймут, что эти песни как чистая вода, как свежий хлеб, как чистое небо голубое над землей, мирное небо, без войны, как белые подснежники. На стихи Степана Долоскинова «Мир Кугуну Христа». Давайте беречь наш мир и нашу землю. Тоже осознанно происходит для того, чтобы... Нет, я не стараюсь подражать, то есть не пытаюсь сделать так похоже, как чтобы это было похоже, как у мамы, но это само собой так получается, потому что так получилось, что я прям практически совсем с маленьких лет все время она меня то на гастроли,
если концерты какие-то, меня некому было оставить, наверное, поэтому я все время сидела за кулисами, я на репетициях сидела, и это просто уже как бы, наверное, впитывается. Ребенок же он такой же, он, как бы в каких условиях находится, как бы он, наверное, вот это как бы и впитывает все. Поэтому это уже просто такая генетическая, наверное, скорее память и что-то такое неосознанное. Ну, а потом, когда концерты или еще что-то такое, мне все-таки важно, чтобы люди услышали эту песню, потому что они все равно хотят слышать то, как они это слышали, а не как-то по-другому. Вот мне так кажется, особенно пожилые люди, если я это буду как-то вот так вот петь, я думаю, что это им не очень понравится. Может быть, я в этом смысле не права, что нужно там как-то это все осовременивать там или еще что-то, но пока в данной ситуации я пою не для молодых людей, я пою для ее как бы поклонников или для ее сверстников или что-то такое. Они все-таки... Для многих то, что она так рано ушла, это большая какая-то утрата и потеря. И песни это такой мостик, который еще говорит, что на самом деле все ничего еще не заканчивается, как бы, да, это все продолжается и не закончилось. Еще это долгий путь, как бы вперед только. И поэтому я очень бережно к этим песням отношусь. Я стараюсь не трогать и не менять ничего. У меня с каждой из этих песен тоже есть свое воспоминание. Поэтому, наверное, когда я пою, невольно все равно я что-то вспоминаю. И поэтому она не может прозвучать просто так пусто или как-то что-то. Там все равно есть какая-то история в каждой песне, в каждом это как воспоминание все равно. Это все равно как будто встреча с чем-то, что было, с прошлым, с каким-то, да. И иногда вот встречаю людей, которые говорят: ой, там мама там моя, ой, мама там моя, ой, у меня такой отец там, или еще что-то. Ну, когда они отзываются от своих родителей не очень хорошо, некоторые вообще стараются не общаться со своими родителями, там они вспоминают какие-то там обиды там или еще что-то. Вот в моем случае я только с великой благодарностью. Это не потому, что это вот там юбилей у мамы там или еще что-то. Я говорю, это чисто искренне, да. Они были, эти люди разные, всякие, во всякой семье бывает всякое, но они как-то умели, они как-то любили жизнь, что ли, они умели радоваться, они умели смеяться. То есть в нашей семье очень много смеялись, очень много шутили, какие-то такие простые радости какие-то там, какие-нибудь... Мама любила летом... У нее такая была буржуйка, страшная такая печка, я не знаю, с чего она была сделана, какая-то жуткая какая-то совершенно, с какой-то трубой, которая все время падала. И она все время ругала Гилярия Владимировича, что у нее нет нормальной печки. То есть вот она все время хотела какую-то летнюю кухню. В этом доме она у нас была, там за озером не было. И вот она вот это придумала, какую-то бочка там, какая-то труба. И вот она любила там делать эти оладьи, короче, на чугунной сковородке. Короче, она говорила, что если не на чугунной сковородке и не на улице, действительно там получалось как-то очень вкусно, да. То есть какие-то простые, они очень были простые, там без всяких вот этих вот, как сейчас вот говорят, без вот этих вот заморочек. Они очень любили природу, они очень любили детей. И я им за это очень сильно благодарна.
seller Tunnaligni ketteller Yürini küytan ıstanın Koydanın Allah'a timseller Sana barbarılıyla secenin gülüller Anıp görmeye hepten Allah'a bıraktın Sana kaldı diyeler Selleliler biller Anıp görmeye hepten Allah'a bıraktın Sana kaldı diyeler Selleliler biller Ochoa kundarahın boktatik Hülgete tulan büyükün tunarahın Tuksu buda yürübüte Dara kahdırın gülüler Kitana heketemler Tundaraha kıstarık Yeli kıtta sırsarık Dara kahdırın gülüler Kitana heketemler Tundaraha kıstarık Yeli kıtta sırsarık Tundaraha kıstarık Yeli kıtta sırsarık Песни она сочиняла. Вот есть такое неправильное мнение, что она просто какой-то самодеятельный мелодист. И у нее на самом деле было образование, начальное образование композиторское. То есть она и ноты, нотирование делала, как бы какие-то аранжировки она делала. Но она просто это не очень любила. И поэтому, когда появился Гилярий Владимирович, он помогал ей с аранжировками. Но в нотах это все равно нету. Вот. Но нельзя сказать, что она совсем какая-то самоучка. Все равно у нее, плюс к тому, какой у нее дар, у нее было еще и образование, причем такое хорошее. Ее учил Грант Арамович Григорян. Просто ей пришлось, я так понимаю, когда она родила ребенка, закончить обучение раньше времени. Вот. Но так у нее есть очень фундаментальное такое образование. Я помню, что у нее был магнитофон. Они были разные, там, да, какие-то, в одно время там какие-то бобины были, вдруг потом, когда вот такие кнопочные, стало полегче, она просто напевала. Иногда это были стихи, отправленные ей каким-то поэтам, да, которые ей нравились, и она просто включала магнитофон и напевала тихонечко, вот. Причем-то в любое время. Это не было так, чтобы у нее какой-то кабинет был или там что-то там, какие-то прям условия. Нет, это очень просто походное что-то. Она как-то с работы пришла, что-то там в огород сходила, кнопку нажала. Тут кто-то может чай пить, и она потихонечку там просто скажет потише, потише и что-то записывала. Вот, а потом уже папе показывала, они там что-то обсуждали, и уже так рождалась песня. Там не было каких-то мучений, каких-то там долгих каких-то. Нет, вот если смотреть ее какие-то записи, там, вот именно когда она сама писала стихи, да, когда у нас есть песни, где текст ее, да, авторский, то там много вот каких-то, ну, таких вот, что она что-то исправляет, переставляет слова. То есть это не так, что, знаешь, вот так свалилась, кнопочку нажал. Нет, там происходила, я так понимаю, внутренняя работа очень длительная. Вот, а потом это вот все потом вот этой кнопочкой фиксировалось. Вот, к сожалению, вот этих записей не сохранилось. Хотя это самое, наверное, такое. Ну вот они есть у Эдуарда Алексеева. Вот какие-то такие вещи, они сохранились у Эдуарда Алексеева в записях. Gündüz gündüz
Я не могу сказать, что есть любимые или нелюбимые. Они все очень мне дороги. Есть, может быть, песни, которые я еще не пою, которые я еще не совсем понимаю то настроение, которое, ну, вот песня про Мому, Мяндиги. У нее есть такие какие-то вот песни, конкретной местности касающиеся. И, видимо, это было какое-то определенное настроение. Вот я его не знаю, и поэтому я не могу спеть так, как вот, может быть, это можно повторить, но так, чтобы это вот действительно было из меня, через меня, то это не совсем... Есть такие песни, которые я не могу еще спеть. Вот. Как вот, например, мне говорят, спой песню «Эгеминой дёхот», да? Я говорю, я не имею права сейчас вот это вот петь. Почему-то у меня это даже вот, ну, на данный момент. Может быть, это тоже какой-то инфантилизм, что я там боюсь на себя взять ответственность. Но вот это вот какой-то, это какая-то вот исповедь ее, я не могу это трогать, например, да, вот эту песню, этот текст, он слишком, особенно когда сейчас это слушаешь, это очень какой-то такой сложные такие ощущения. Сложно это слушать, это не просто... нету такого, знаешь, что ты там расслабился, и ты можешь эту песню послушать. Все равно там как-то очень много смысла, очень много какого-то такого далекого смысла, вперед уходящего смысла. И который ты, когда вот она там, когда еще была жива, пела, ты же вообще не понимал, про что эта песня, да? Казалось, и она ее вообще публично и не исполняла. Мне кажется, что на концертах я ни разу не слышала, чтобы она эту песню пела. Она ее спела, по-моему, первый раз только на телевидении. Наверное, я люблю песню «Титериктери Петер». Я не знаю, почему. Это какие-то детские мои, мне кажется. Потом она рассказывала все время про папу, вот про то вот это вот. Хотя мне кажется, что они встретились в это время или еще нет. Но почему-то она у меня как-то с папой связана, наверное, поэтому, возможно, и есть вот это какое-то особое к этому отношение. Поэтому сейчас, когда я пытаюсь сделать аранжировку, наверное, эта песня первая. Потому что она как-то ближе мне. Да, вот эта песня. Ну, она сама по себе очень красивая. Вроде такая простенькая, но очень сложно ее петь. Там нужно на одном дыхании. И вот этих несколько строчек там не хватает дыхания. То есть нужно же как бы по смыслу, ты же должен все это спеть, а у тебя дыхания не хватает на вторую строчку. У нее как бы так еще льется, должно вот так перейти, а оно у меня как бы еще пока не переходит.
Назад и вот тем, что я сейчас занимаюсь, с кем я сейчас работаю, получается, это все равно какой-то непрерывный такой путь. И получается, что ансамбль, и вот это вот и спектакли в ансамбле, и вот это вот как-то все, и в то, что я в театре работаю над детскими спектаклями, это такая дорога, такая длинная, уже с самого детства идет. И то, чем я занимаюсь в театре, во многом те навыки, которые были приобретены в детстве, они мне очень сильно помогают. И даже как бы какое-то некое преимущество перед другими артистами в нашем театре у меня есть. Потому что в ансамбле была такая когда Ольга Петровна создавала ансамбль, у нее идея была такая, что все дети, они творчески одарены с рождения. Они могут и петь, и танцевать, они могут играть на музыкальных инструментах. То есть человек творчески одарен с самого рождения. Просто важно раскрыть в ребенке, да, ту или иную сторону, как бы, да. Просто все дети это творческие люди. Ну, все же знают, что люди, когда маленькие дети, они и петь любят, и рисовать любят, и танцевать любят. И редко таких детей встретишь, которым это не нравится. Вот. И она считала, что нету, например, детей без слуха, да, и часто брала детей, которых не брали в музыкальную школу, там, на инструмент, или там не брали в хореографический класс. Она считала, что это просто недораскрытый ребенок, и что если найти к нему какой-то подход, то ребенок раскроется, и его талант расцветет. Поэтому в ансамбле было такое, что у нас прям не было такого разделения, что эти только танцуют, а эти только поют. Обязательное условие нет. Те люди, которые пели, они могли и танцевать. И она ведь потом хотела на базе ансамбля сделать детский музыкальный театр. А в театре, как известно, актер должен уметь очень много. Он должен уметь двигаться, он должен уметь говорить, он должен уметь танцевать, он должен уметь петь. Все, что угодно он должен делать. Вот. И поэтому мне ансамбль очень сильно помогает в профессии до сих пор. Так получается, что когда приезжаю в Амгу, я, наверное, а уж точно я чаще встречаюсь с ребятами из ансамбля, потому что это была как семья. И это, наверное, больше времени все равно в ансамбле проводили часто. Как бы со школы бежали сразу туда, и ансамбль местом был таким
Но это было, я не знаю, ну я сейчас не помню, чтобы там были какие-то интриги или еще что-то, кто-то кого. Там это была очень чистая такая дружная атмосфера. Вот. Особенно вот эти какие-то, когда мы собирались летними лагерями, когда мы создавали какие-то спектакли или еще что-то, это очень здорово было. Да, воспоминаний очень много, там прям, если туда заходить, то это на отдельную какую-то передачу, наверное, будет вот этих воспоминаний. Раньше я когда слышала, земля, там, тебя там не скучаешь ли, да, и когда ты, я вообще этот вопрос не люблю, никогда не люблю, потому что на него очень сложно отвечать вот так просто, я не скучаю или я скучаю, это очень внутри сильно много чувств, и очень просто так нельзя сказать, я скучаю по своей родине или я не скучаю по своей родине. Это на самом деле очень больная такая тема, потому что когда ты там создаешь семью, и даже вот когда там появляются дети, порой даже нету такой возможности просто даже подумать о том, что ты можешь сюда приехать, или каких-то средств там, ну в наше время особенно, да, вот. Поэтому, но сейчас у меня совсем какие-то другие ощущения в этом смысле, какие-то более осознанные, наверное, что Родина, она настолько глубоко, но то, что там в Москве ее мне не хватает, то, что здесь, конечно, ты чувствуешь себя более уверенным, более свободным, то есть даже как-то здесь дышится легче. Я не думаю, что это просто от воздуха. Это совсем какое-то другое ощущение. Это не просто, что там воздух поменялся. Там я и бываю в местах, где воздуха много и природы, но вот именно вот так вот вдохнуть полной грудью. Здесь я ощутила то, что здесь другое небо. Я не знаю, может, это какое-то местоположение, какое-то географическое или еще что-то здесь, но здесь очень просторно, в том смысле, что горизонт не закрытый, да, то есть ты видишь вот эту вот границу между небом и землей, и ты можешь на нее смотреть, и вокруг неба такое, как купол, таким куполом над тобой
возвышается. И оно такое, не могу сказать, что оно небо какое-то высокое, оно здесь какое-то широкое, да, вот как будто вот так вот хочется вот прям вот так вот сделать, и получится, что вот тогда вот ты только можешь ощутить вот эту полноту, потому что в Москве вот так ты не сделаешь, что такое искусственное это можешь сделать, потому что там совсем по-другому, а здесь совершенно другая вот какая-то вот это вот рельеф местности совсем другой, он совсем по-другому. Здесь, конечно, очень сильно сил очень много набираешься. И так получилось, что когда я приехала, Рома, муж моей сестры, повез меня на речку. И это был такой день, вот это было какой-то там июля, было холодно, какой-то день был такой холодный, перед вот этой жарой был какой-то холодный день, еще какие-то тучи были. И он говорит, поедете на речку? Я говорю, поеду. Он отвез нас вот там, где как раз КСМ стоит, постамент. Вот. И там не было ни одного человека вообще, ни одного. Берег был пустой, вообще где-то там только далеко-далеко, вот там вот где-то стояли машины, но это было там уже вот где пляж или что-то такое. А здесь было ни одного человека. И это еще было утро, и это было какое-то неимоверное счастье, не потому, что ты один, это было какое-то такое свидание, которого давно не было, это не нужно было уезжать куда-то далеко, там, не знаю, на Короленко или еще куда-то, это было прямо здесь рядом в деревне, но это было вот такое осознанное первое такое свидание с рекой, такое ощущение, что, да, хоть она такая была мелкая, там же очень мелкие, но ну, не знаю по-другому, как это еще описать, но я могу сказать, что это вот какая-то такая долгая, такая долгожданная встреча с рекой была. Вот это ощущение воды, такой еще прохладной, и воздуха какого-то, и такого неба, и каких-то этого солнца, которое за этими облаками. Ну, короче, это очень... Не знаю, наверное, тот, кто просто каждый день тут живет, наверное, не сможет вот этого понять. И самое интересное, что здесь ведь с детства же мне все знакомо, да, и поэтому каждая вот какая-то травинка или каждая какая-то там какое-то насекомое или какое-то там букашка какая-то или еще что-то. С ним, с каждым у меня в памяти есть особые воспоминания. И поэтому это какая-то как будто книгу заново перечитываешь, да, это как будто возвращает тебя куда-то, куча таких впечатлений, каких-то воспоминаний, то есть это, да, я думаю, что с другой стороны, для там человека, который там может творчеством заниматься, наверное, такие переживания, наверное, тоже очень как бы ценны, наверное, да, что и хотелось бы, чтобы люди, которые здесь живут, тоже вот это вот как бы ценили то, где они живут. И не пытались отсюда сбежать или уехать, хотя это странно слышать от меня, который уехал отсюда и здесь не живет, да, но такие были условия, и так сложилось. Это не то, что это не было мое внутреннее устремление свалить куда-то отсюда или там, да, и забыть это все. Нет, конечно, это не так. Вот. Но эта земля очень сильная, очень богатая, ее нужно беречь, и как бы это ценить все нужно. Да. Эта песня обязательно должна прозвучать. Это как визитная карточка Ольги Ивановой. И этого дуэта Ольги Ивановой и Гилярия Владимировича Сидоркевича. Вы все ее знаете. Амман Игит Илгырова. Itu
Нюргунна, да буннарга, Ерея истерби, Саргамала, Кетилнарга, Свилам небен тахтиви, Саргамала, Кетилнарга, Свилам небен тахтиви. Аммаута среди раз, Аммаута сыпсилась, Святая реке, Синяя река, Аюга кананала. Святая реке, Синяя река, Аюга кананала. Karamara yere gittin, orada Rabbin nigin, hammini kayıtan takdirana, yiğidir yâben, hammini kayıtan. Ольга Федоркевич. Ольга Кыва. Ольга.